И здравствуйте! В эфире программа «Секреты татарской кухни», и сегодня мы готовим вместе с Офелией и Гамлетом Республики Татарстан, популярными актерами театра имени Карима Тинчурина. Встречаем Резида Саляхова и Артем Пискунов. Ура, ура, ура! И здравствуйте! Бекзур Ахмед, большое спасибо, что пришли. Артем Пискунов родился в селе Новые Усы Муслюмовского района Республики Татарстан. Окончил с красным дипломом Казанское театральное училище, курс Рашида Загидуллина. С 2008 года работает в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина, где уже сыграл десятки ролей разного плана. Обладатель премии имени Дамира Серазиева и премии Тантана. В этом году окончил факультет татарской филологии Казанского федерального университета. Пишет стихи, музыку. Резида Саляхова родилась в Казани. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. После 9 класса поступила в Казанское театральное училище на курс Рашида Загидуллина. Окончила училище с красным дипломом и была принята в труппу Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. За 6 театральных сезонов воплотила более 20 ролей. В этом году с красным дипломом окончила Казанский федеральный университет, факультет татарской филологии. Резида – автор инсценировок спектаклей «Мы дети 41-го года» по повести Мухаммада Магдеева, «Дороги судьбы» по произведениям Разиля Валеева, лауреат премии Тантана и премии имени Дамира Серазиева. Спасибо большое, что пришли. Самое главное, что пришли не с пустыми руками. Конечно, гости, как же, с пустыми руками. Открывай пакет, открывай. Да, здесь на самом деле куча подарков. Недавно в нашем театре был юбилей. Вот такая. В ноябре нашему театру тарелка. исполнилось целых 80 лет. И эта тарелка вот с нашего фестиваля и Спасибо, Рахмет. юбилейная тарелочка. Также журнал вот такой прекрасный. Здесь все наши спектакли, Да. все премьеры. Календарчик вот настольный. Так. Ваши фотографии там есть, надеюсь? Конечно. Все, тогда оставляю. И Мне самое главное, это Пригласительные на наши спектакли. Вау. Бекзур Ахмед. И, конечно же, Да. Шепчек или по-другому Бауырсак. На самом деле, совсем недавно у нас была свадьба с Артемом. Это, конечно, большой секрет. Вау. Решили Можно я открыть этот посмотрю? секрет, да. И это почти с нашей свадьбы. Ну, мы от нашей съемочной группы, я тебя лично поздравляю. Туйканегез белян. Рахмет. Дай 5 бяха чаклет. Рахмет. Все, тут, по идее, конечно, надо открыть чак-чак, всем попробовать. Но это сделаем в чуть конце позже. программы. Ну, дорогие друзья, тогда мы будем сегодня готовить блюдо, которое украсит любой свадебный стол. Пусть будет так. Да. Рассказывайте. Это настоящие национальные татарские блюда. Может, даже очень редко кто слышал про эти блюда. Это шишара и бауырсак с печенью. То есть это не сладкий Вау. бауырсак. То есть не такой бауырсак, нет, да? Нет. Бауырсак совсем другой, с печенью. С говяжьей печенью. Да, самое главное. С говяжьей печенью халяль я бы даже добавил. Вот Да, так прям. Совершенно верно. И бауырсак, здесь уже и название говорит, что бауыр – это печень, да, с татарского языка. И вот мы решили приготовить такое блюдо. Начинаем. Начинаем. Итак, мы начинаем готовить первое блюдо, которое называется бауырсак с печенью. Резида, рассказывай. Для этого мы приготовили уже с Артемом дрожжевое тесто. Можно посмотреть, Да, пожалуйста? пожалуйста, посмотрите, но необычное. Вы видите внутри. там крапинки? Это печень говяжья. То есть мы сначала сварили печень, пропустили через мясорубку, и когда месили тесто, мы добавляли уже Потихонечку бауыр. начинку. Да, начинку. А тесто дрожжевое или какое? Да, дрожжевое тесто. тесто, где-то 6 яиц, очень много масла, то есть тесто такое очень... Молоко. То есть, в принципе, можно сразу есть уже. Да, можете попробовать. Смотри, как она умело справляется. Вы, кстати, сколько женаты? Недели 2? Да? Да. Ну, получается, да? Ну, примерно. И она уже такие вещи готовит? Или это просто на камеру пришли, сегодня придумали? Тогда давай, Резида, сейчас похвались в камеру. Какие блюда вот прям у тебя на пятерочку такие, Прям татарской кухни? пятерочку. Давай. Но в последнее время и Артем очень любит, я вообще люблю готовить овощной рагу. Да. Крутой рагу, кстати. Да. То есть без мяса? С мясом, с мясом. С мясом? Да.
с мясом, овощное рагу, там и обычная капуста, и цветная капуста, и баклажаны, и кукуруз, и горошек, то есть все. То есть хорошо приготовил в понедельник и до воскресенья на овощном рагу. Да, просто. А ты думаешь, Понятно, почему такая форма? да, мы же дома едим один раз в день, то есть ночью после спектакля. Тяжелая работа у актеров. Ну что делать? Очень. А вот рецепт этого блюда баурсак с печенью откуда? Давайте. И это блюдо готовит моя мама. Ага. Да, она сама из Елабуги, и у них там Елабуга, Алар-Ялганда, вот очень любят такое блюдо. И этому научила меня мама. То есть вам сейчас, вы мне поможете, да? Да-да-да, я вообще смотрю, чтобы дома потом это повторить. Ага, обязательно. Вот сразу видно, да, что Артем первый раз это делает. Посмотрите как. Артем, а Нет, на какие самом вот у деле тебя? Артем мне очень помогает. Помогает? Да, да. Нәрсе шлим, суга нәршимме, бәрін гәршимме. То есть он очень хороший подсобник, очень хороший помощник. Руки, пожалуйста. Молодой муж, первый год, он всегда такой, понимаешь? Так, что мы делаем с тестом? Какие секреты Так, рассказывать нам? все, да, хватит. Тесто готово. Тесто готово. Нужно разделить на жгутики. Так, И уже из жгутиков раскатывать маленькие шарики. так, покажи нам, какие жгутики примерно. Так. Вот так вот, да? Да. Ну все, продолжай, Артем, давай. Дальше вы вот так вот разделяете, Так, делаете ага. маленькие шарики, раскатываете, и мы все это будем варить во фритюре, то есть в масле. То есть это и есть, дай, Это и пожалуйста, мне есть кусочек, вот баурсак. баурсак с печенью, Да. да? Но это еще такой Недоделанный. полувариант, да. Да. А я займусь тогда шишарой. Так, расскажи вот такое вот название шишара, что это такое? Это слово связано с плетением. Я думал, ты Здра- сказал, что связано с работой актеров. С работой актеров, конечно. Вот, на самом деле это связано с плетением. Ага. Вот, и это такие своеобразные бублики. Ну, в общем, это мы уже в финале увидим. Когда Хорошо, всё будет хорошо, готово. хорошо. Вы пока шариками занимаетесь. Руслан, дайте, пожалуйста, молоко. Пожалуйста. Рахмет. Так. То есть сейчас ты делаешь тесто для этого блюда? Да, для шишары. Так, хорошо. А у нас-то здесь Стакан процесс молока. какой пошел с Артемом уже. Можно пекарню открывать нам уже. Кстати, вот раз у вас недавно была свадьба, расскажите, как вообще познакомились? Как это произошло? О, это было давно. Ну, 10 лет назад это было. Когда мы поступали в театральное училище. Мне было тогда 14 лет, Артему 15. Мы вместе поступили в театральное училище, учились 4 года вместе. Потом нас пригласили в театр Тинчурина, наш мастер, наш режиссер нашего театра, талантливейший наш любимый папа, можно даже назвать. И мы уже вот 6 лет вместе работаем в театре Тинчурина. Уже 7-й. 7-й год уже, да, начинается. Честно говоря, я влюбился сразу просто. Вот я и ждал от этой фразы, Артем, от тебя. Любовь с первого взгляда, эта вещь существует. Как добивался результата? Дарил цветы, покупал билеты на ее спектакли, я не знаю. Кстати, да, он на самом деле дарил цветы на мои спектакли, даже если он сам там играет. То есть у нас есть такие спектакли «Бейрам белян кызлар» и «Махаббат боскши» Шамиля Фархудинова и Кайсерде. Есть такой момент, где Артем дарит «Бейрам белян кызлар» целое ведро алых роз по спектаклю. Естественно, они такие бутафорские, искусственные. Это было 19 число, а 19 число у нас большой праздник для нас. Это день, когда мы начали встречаться. Да. Вот была одна дата, сейчас уже и 20 число у нас будет праздник, потому что день свадьбы у нас 20 сентября. Так вот, и 19 числа никто не подозревает, он выходит с целым ведром алых роз настоящих. Просто все актеры друг на друга То есть сразу. аромат-то идет, и видно сразу, что это Видно настоящее. сразу, Да, конечно, это что это настоящее. Даже зрители видят то, что как бы... Да, и зрители все это заметили. А соль можно, Руслан? Соль, пожалуйста. Расскажи, кстати, из чего ты делаешь тесто? Стакан молока, 2 яйца, чуть-чуть щепотка соли, сахар еще мне понадобится, пожалуйста, Так. сода, Шикер, пожалуйста. рахмет. Пищевая сода, Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Так вот, это еще не единственный случай с цветами, с настоящими на сцене. Нет, то есть я этого тебе не предложение делал, получается, просто сюрприз? Нет, тогда еще просто сюрприз, да, это Ага. в прошлом году, в прошлом сезоне. Еще совсем недавно, ну, до нашей свадьбы, в августе, вот в праздничные дни, мы ставили спектакли для гостей Казани. И в «Махаббат боскши» есть такой момент, то есть он мне делает предложение, но я соглашаюсь, шутя ему говорю, там
очень давно уже не работает лифт, и я говорю, если ты, то есть по образу, если ты отремонтируешь лифт, то я соглашусь и выйду замуж. Так и в финале образ Артема на самом деле ремонтирует лифт, появляется из лифта с натуральными цветами. То есть, ну, должен с бутафорскими, а он появляется с натуральными цветами. До никаха у нас оставалось где-то 2 недели и делает мне предложение. То есть через образ Артем Пискунов делает мне предложение с натуральными Я бы здесь цветами. похлопал просто. Молодец, Артем. Так, Резда, пока ты делаешь те, что вот посмотри, какая красота у нас получается. Что, может еще что-то помочь? А, да, нам уже нужно масло поставить греться, потому что мы все это будем жарить в масле. То есть вот эти шарики мы обжарим в казане. Да. Так, секундочку. В подсолнечном масле. Да, в подсолнечном масле именно. Артем, у меня к тебе тоже есть вопросик. Как ты решил стать актером? Расскажи нам, пожалуйста. Ой, Руслан, представляешь, я узнал, что я буду драматическим актером на первом уроке мастерства. Когда я поступал, я думал, что буду ходить там, петь песни, читать стихотворения, ну, говоря простым языком, стать эстрадником. Вот. Ну, после того, как был первый урок мастерства, у нас так он называется, как бы это... Актерского мастерства. Да, актерского мастерства, я понял, что я буду драматическим артистом, который будет исполнять роли. Вот. Мне было 15 лет. То есть не было никакой мечты там стать инженером, врачом? Нет. То есть всегда тянул на сцену? Я Ну, просто ты скажи хотел правду, стать- ты да. же на первом уроке сказал, режиссер у нас спросил, режиссер наш мастер, почему ты стал актером, почему ты решил театрально идти? Тут честным оказался только Артем. Он сказал, я хочу стать знаменитым. Кто-то там начал говорить, татар тілін көтеруге тырышам, там, халыққа қызмет етуге. Артем просто Ну, кто-то и сказал сразу... то, что его тянет. Нет, мужчина должен быть честным, правильно? Конечно, Искренним. Молодец. Резда, ну теперь ты расскажи, как ты стала актрисой? Я вообще как-то непонятно. Я не мечтала с детства, это тоже надо сказать, что я не мечтала с детства стать актрисой. Ну, я ходила в музыкальную школу, участвовала на всяких концертах. Стать актрисой я решила за месяц до поступления в театральное училище. То есть в мае 9 класса я решила пойти в училище и в июле уже поступила. Я знала, что я не буду как мама фармацевтом, хотя она очень хотела этого, как моя апам экономистом, потому что все это скучно. Я понимала, что это должна быть творческая профессия какая-то. Петь я так не умею, чтобы стать певицей, хотя я думала сначала поступать в музыкальное училище на хоровое дирижирование. Тоже скромничает. Поет она очень хорошо. Да? Красивый. Мне кажется, я неправильно задаю вопрос. То есть вопрос про Резиду надо задавать тебе, а вопрос про Артема тебе, да, и все будет нормально, и все будет искренне понятно. Мне нужно сливочное масло, Руслан, пожалуйста. Так, пожалуйста. Рахмет. Опа. Затем И мы тут- все уже муку Да, можно здесь добавлять, да? осталось уже, да, муку добавить и все, месить тесто. Резда, проверь, пожалуйста, правильно ли мы с Артемом вот сделали наш баушсак. Так, ну, если сравнить вот эти шарики, ну, Но там есть мужские, это большие, для женщин, для девушек вот маленькие. это для нас. Да, Ну, поэтому. тогда всё правильно. Козларычин, малоларычин. Так, всё у тебя тогда тесто правильно. готово. Да, почти готово, Ну, да. И раз ты сказала, что Артем прекрасно поет и играет на инструментах, слово тебе, Артем. Спасибо. Я вот с собой принес гитару. Татарский народный инструмент. Татарский народный. Если татарин играет на гитаре, он татарский уже все сразу. Всё. Давай. В этот раз я хочу спеть песню, которую сочинил для своей любимой, для Резиды на свадьбу. Слова нашего великого поэта Разиля Исмагиловича Алиева, народного поэта Татарстана. Музыка твоя. Muzika maya. Ko'kini bire olmam sina, yıldızsız da aytmamin. Oyna bütün köyü saklap, seni ahırı kütkenmin. Ujmaq vaqda aytmim sina, temuqada kirtmemin. Belki baxtli bulmazsın, baxitsiz da aytmemin. Ujmaq vaqda aytmim sina, temuqada kirtmemin. Belki baxtli bulmazsın, baxitsiz da aytmemin. Şatlıqlarım to'la kelish,
Koyğımı da tükmedim Yırtım tebenek bulsa da Büyük eli kuklerim Icmak vada itemim sina Temuk kada kertmemin Belki bekhetli bulmazsın Beksiz de itmemin Icmak vada itemim sina Temuk kada kertmemin Belki bekhetli bulmazsın Beksiz de itmemin Belki bekhetli bulmazsın Beksiz de itmemin. Вот такие замечательные, талантливые, молодые, но очень известные артисты сегодня у нас в гостях. Резида и Артем, молодцы! Спасибо. И мы продолжим готовить оба наших блюда после небольшой паузы. Дорогие друзья, это программа «Секреты татарской кухни». И сегодня у меня в гостях молодые, но очень популярные артисты театра имени Карима Тинчурина Артем Пискунов и Резида Саляхова. Дорогие мои, расскажите, что же мы все-таки готовим? Да, мы готовим, значит, шишару сладкую, это сладкое блюдо, и баурсак с печенью. Да, именно Баурсак- тот баурсак, который у меня в руках. Да-да-да, он почти уже готов, осталось только обжарить. Мальчики, давайте начинайте уже во Так. фритюре это все жарить, а я начинаю свои бублики делать. Так, Шишара мы- это по-другому бублики. Бублики. Да. Мне нужен ножик, Руслан, пожалуйста. Так, пожалуйста, ножик. Спасибо. Так, у меня все готово для того, чтобы начинать их обжаривать. Артем, аккуратненько, бисмилляй тып, мы будем опускать их в кипящее подсолнечное масло. Бисмиллахиррахманиррахим. Да? А я разделила тесто на 3 части, одинаковых примерно. И начинаю вот такие жгутики резать. Так, поехали. Опа. Резида, расскажи нам, пожалуйста, вот я знаю, что недавно прошел фестиваль в вашем театре. Что это было? Это был фестиваль имени Карима Тинчурина, фестиваль национальной драматургии. То есть это не фестиваль не тюркского мира, а вообще все театры могли участвовать. Даже были из Хакасии, из Калмыкии, из Казахстана, Караганды. То есть гостей было очень много, и многие театры порадовались тем, что участвуют не только тюркские, но и все театры, поэтому им вот посчастливилось увидеть Казань и поучаствовать в нашем фестивале. На самом деле фестиваль раньше был региональным, а сейчас уже рамки стали шире. И это, конечно, очень радует. Фестиваль очень даже на высоком уровне прошел. Открытие, закрытие, то есть праздничное. И, конечно же, спектакли целую неделю в Казани, кстати, бесплатно шли спектакли. Бесплатно? Да, конечно, вход бесплатный для всех, что на наши спектакли, что, ну, то есть на тинчуринские и на гостевые спектакли. спектакли Ваш театр гостей. какие постановки показывал? Мы выступали в день открытия, мы показывали Назлыкия. «Назлыкия», да, это музыкальная комедия «Привередливый жених» по Кариму Тинчурину как раз. Ты сейчас, когда сказал «привередливый жених», посмотрел так на Артема резко. Нет, вам показалось. Идеальный жених. Да, и режиссер этого спектакля, главный режиссер нашего театра Рашид Мугалевич Загидуллин, это наш педагог, как я уже повторяюсь. Кстати, у него тоже скоро юбилей. Точно, в ноябре. Спасибо, что пригласили. В ноябре Рашид Мугалевич Будем будет ждать. 50 лет Алла Верса. То есть, так что мы заранее поздравляем Рашид Мугалевича с 50-летием. Пусть будет здоровым и Котлыбас. самого доброго. Да. Так, расскажи нам, что ты делаешь вот Я сейчас. делаю бублики. Вот смотрите, я сделала обычные бублики, то есть просто без узоров, и сделала вот такие, как меня учила моя Даника. То есть вот так вот нарезаем, вот так вот ножичком, и делаем вот такой бублик, и он такой получается как солнышко, да. Прямо вот на вас смотришь, реально, ну как, Артем 100% солнышко, это уже сразу понятно. По крайней мере, по цвету волос. Да. Так, ну вот смотри, у нас что получается, проверяй, пожалуйста. Резида, вот мы их вот Нет, обжарим еще еще, рано, да? Еще рано еще. Можно Еще добавить. чуть-чуть То есть пожарить. примерно до золотой корочки. Да, да. именно. И баурсак с печенью можно подавать и с катыком, и с чаем. В общем, кому как нравится. И еще очень удобно брать на гастроли. Что это блюдо, что то блюдо. То есть поэтому нам очень нравятся эти блюда. Но блюда из теста мы на самом деле готовим очень редко, потому что для этого нужно много времени. Да, а мы, как я уже говорила, мы приходим Все-таки ночью. форму надо держать. И форму надо держать. Ну и да. хотелось бы поговорить о нашумевших ваших ролях Офелии и Гамлета. Как это все произошло? Режиссер специально вас двоих поставил? Ну как специально? Режиссер-то, может, как бы и думал это все. Или там все-таки был на Гамлета отбор целый?
Нет, у нас на самом деле кастинга уж нет такого никогда. Решат Нургалиевич всегда знает, какой актер на что способен, и как бы распределение ролей у него сразу уже в голове. Но вот так нам тут посчастливилось, Аллах шикар, сыграть такие роли, как Гамлет и Офелия. Гамлета вообще ставили в последний раз на татарской сцене в 1901 или 1906 году, то есть вообще в начале 20 века. И вот следующие мы, как бы татарский Гамлет и Офелия. Еще, вот, Артем, что можешь сказать об этой роли? Кстати, я сейчас противень приготовлю для тебя. Спасибо. К нам приезжал очень известный шекспировед в России Алексей Браташевич и очень даже положительно отозвался о нашем спектакле, Мы, так поэтому это скажем, очень радостно. Зашли в юбилейный его спектакль, он сказал, что это 70-й спектакль «Гамлет», Да. который... Он по всему миру ездит, Хорошая работа. да? Согласна. Его мнение как бы для нас это очень важно. Потому что таких шекспироведов, можно сказать, нету у нас. А справа от тебя кулинар-вед. И он Всё. с ответственностью заявляет, что баурсак из печени готов, по крайней мере, первая партия. И мы их вот так вот немножечко, да, чтобы стекло маслице. Опа. Так. Как ароматненько. Так, Резида, посмотри, пожалуйста, все ли у нас получилось по твоему рецепту, по рецепту твоей мамы. Все правильно. И цвет такой же, как и раньше. Все правильно. Давай, Молодцы. следующая партия. Сколько готовится твое блюдо, Резида? Которое ты выкладываешь, да. Недолго. Минут 20, наверное. В духовке. При температуре. При температуре 200, где-то 180-200 градусов. Ну все, Так, можно позволь, уже давай я отправлять. посмотрю. Карагыз, тикшерез. Нормально, Все в смотри. порядке. И колечки, и звездочки. И отправляем наше блюдо в духовочку, и затем будем пробовать и баурсак, И шишару. с удовольствием. Баурсак с печенью. Замесили дрожжевое тесто, добавили пропущенную через мясорубку вареную печень и дали тесту подойти в течение часа. Готовое тесто раскатали жгутиками и нарезали кусочками величиной с грецкий орех. Придали кусочкам форму шариков и обжарили в разогретом масле до золотистого цвета. Подали с катыком. Шишара. Замесили пресное тесто, раскатали толщиной в 2 см и нарезали полосками. Из полосок теста свернули различные фигуры бубликов, переложили их в форму, смазанную маслом. Выпекали при температуре 180 градусов 20 минут. Готовую шишару посыпали сахарной пудрой. Это блюдо из татарской кухни подается к чаю и восхитительно сочетается с различными вареньями или медом. Уважаемые телезрители, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Выкладывайте фотографии ваших блюд и готовьте вместе с нами. А между тем мы приготовили вот такой красивый стол. Да, все. Любой актер театра позавидует ему. Да, ну что ж, Руслан, я предлагаю вам попробовать баурсак с печенью именно с катыком, как мы уже говорили. Так. Иди без такого порядка? Нет, конечно же, тут же как бы... Что, шапкара, пожалуйста. То есть если со мной все в порядке будет, то и вам можно, да? Да-да-да. Шучу. Давай, бисмилля рахман рахим. Бисмилля. Супер. Вот я даже еще не разжевал. Очень оригинальный вкус. 10 баллов из 5. Ашарус. Рахмет. Второе блюдо у нас уже тоже готово. Шишара, пожалуйста, олзитыгыз. Артем, обрати внимание, какая замечательно красивая форма. Я. Настоящее солнышко. Да-да-да. Похоже на меня. Но для любителей печенья, мне кажется, очень даже вкусно. И? Ну, если еще сверху добавить варенье, то солнышко будет вот так вот. Или бол, или сгущенку. Молодец, жаным. Рахмет. Резида, Артем, вам хочется сказать большое спасибо. На самом деле удивили меня оригинальным рецептом вот этого блюда. Оно мне, конечно, естественно, понравилось чуть больше, потому что, во-первых, баурсак, но баурсак с чем? С печенью, да. Вы прям сделали фурор. Я думаю, многие попробуют это сделать блюдо у себя дома и удивят своих гостей. Бигзур рахмет сизге, молодцы. Узыгызга бигзур рахмет. У нас еще первый визит в гостях, на самом деле, с нашей молодой семьей, поэтому вам большое спасибо. Хурматлы тамашачыларыбызны, үзебиздин спектакльларыбызга, үзебиздин театрыбызга шакырып калабыз. Рахим итегез Тинчурин театрына. Дорогие друзья, это была программа «Секреты татарской кухни». С нами, как всегда, весело и вкусно. А мы с вами увидимся, Алла Берса, на спектакле в театре Карима Тинчурина. Салам алейкум, достар. Пока-пока. Я буду есть здесь.
Не пропустите в следующей программе. Готовим быстро и вкусно и учимся правильно говорить по-татарски. Секреты татарской кухни. По воскресеньям в 12:30, повтор во вторник в 13 и в субботу в 9 утра. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.